Если смотреть как бы правде в глаза, бытовой антисемитизм всегда есть, всегда был и будет, потому что, любому человеку что-то нравится, что-то не нравится. Ну, кому-то не нравится евреи, ну что теперь сделать-то? Я могу сказать, что если это находится не на государственном уровне, а на уровне бытовом, так сказать, и мордобои случаются на улице, хотят сказать, это, плохо там, и люди грабят там, что-то занимаются какими-то вещами, которые, не должны были бы быть. Я к этому отношусь как к стихии, дождик выпал сегодня, там, снег. Я считаю, что у нас в Казани антисемитизма нет. Могу сказать даже больше, и никогда не было, и даже когда еврей не мог поступить на Украине в какой-то институт, они все приезжали в Казань. И, как говорится, всем миром, начиная с нашего президента и кончая, так сказать, последним, так сказать, самым таким простым человеком, который каким-то образом помогает нашему фестивалю. Конечно, это такое наше совместное, так сказать, творческое дитя, которое получилось, конечно, всем миром. Да. Bu bizning yazmish bilan bir bo'lgan tushunmayman. Yakutlar yazmishi u tatar yazmishi bilan tarixda birga yozilgan. Shulay ularning tarixiy fazigali ko'proq fazigali tatar xalqininda. Ular bizning endi aytib dram bo'lsa ularning tragediya. Ularning tragediyasini u yo'lni o'tirga bizga nasib bo'lmasin. Ikimizde akıllı xalq, ikimizde biz sənətli xalq. Əmmə lakin onlardan əlimizə örnək alırğa көп əybirgə kerak. Birdəmlik rəvişin. Önəmdəgənə xalqını qora onlar bir семья болып yaşayır. Прием музыкантов, прием гостей, их транспорт и так далее. Конечно, здесь нареканий никаких. Одна из причин вообще там остаться, это публика там в Киеве, вообще в Украине самая благодарная публика. У нас очень теперь трудная логистика, потому что пришлось лететь из Киева в Минск, из Минска в Москву, из Москвы в Казань. Почему так? Отсутствует прямое авиасообщение между Украиной и Россией из-за нарушения договоренности о воздушном пространстве после захвата Крыма. Есть еще путь поезд, но он еще более тяжелый. Какого-то антисемитизма, наверное, никогда не ощущал, но с другой стороны, я и евреем особенно себя не ощущал здесь, потому что мы уже ассимилированные евреи, мы не знаем языка и от культуры, в общем, довольно далеко. Клезмерская музыка, которую мы играем, это культура именно ашкеназских европейских евреев. И так же, как язык идиш. И эта музыка, и этот язык, это вещи, которые уходят. Они уходят стремительно. То есть вы это возрождаете, что ли, как? Я не знаю, можно ли это возродить. Но мы пока вот мы играем, да, пока мы играем, оно живет вроде бы, да.